Великий Мухаммед Али как-то сказал: чемпионами становятся не в тренажерных залах, чемпиона рождает то, что у человека внутри – желания, мечты и цели. Это «Якутия в деталях», меня зовут Александр Хавренко, и сегодня наш гость – спортсмен, богатырь, участник 2 Олимпиад, одним словом, Аял Лазарев. Аял, приветствую. Приветствую. Ну вот сидим мы в таком замечательном месте напротив всем хорошо известного символа. Ты как участник 2 Олимпиад, скажи, что такое для спортсмена попасть на Олимпиаду? Это мечта всей его жизни. Спортсмен, мечтая об Олимпиаде, отдает себя всецело этому процессу. Самое ценное – это молодость, здоровье и время. И ради этой мечты не у всех получается и добраться до Олимпиады, в принципе. Но ради этой мечты ты проходишь весь этот сложный путь, усыпанный трудностями, испытаниями. Но где-то на этом пути человек и становится сильнее, что потом впоследствии помогает ему и в жизни. Поэтому это, так сказать, путь самурая, где не обязательно ты можешь дойти до финишной прямой, о которой ты всегда мечтал, грезил, но сам путь будет не менее важен и ценен. Но вот у тебя было 2 Олимпиады. Те ощущения, эмоции, когда ты приехал на первую Олимпиаду и на вторую, они отличались? Наверное, особо не отличались, потому что период между Олимпийскими играми достаточно большой, и есть время остыть, подзабыть. И это второй раз, когда происходит, оно сейчас очень сложно попасть на Олимпиаду, потому что со всего мира в одной весовой категории допускаются только 16 человек. То есть это колоссальная не только в стране, а между странами фильтрация. То есть если в мире больше 200 с копейками стран есть федерации, то есть из 200 с лишним стран попадает всего 16 человек. Это огромный отбор, очень сложный отбор, который проходят, ну, так скажем, счастливчики, что ли, наверное. Не то чтобы прям тут не столько решает, наверное, иногда сила, там, возможности, но и как-то вот где-то вот чуточку успеха. Поэтому эмоции, они непередаваемые. И второй раз, когда я получил путевку, радости было не меньше, чем в первый раз. А вот как, мне всегда было интересно, как это происходит? Ты сидишь дома, тебе звонок на телефон и говорит: Аял, едем на Олимпиаду. Или как происходит? Да нет, у нас все намного проще. Ты, то есть, выступаешь на соревнованиях, на специально отборочных, с лицензией. И если ты занимаешь место там, в котором предусматривается сама лицензия, ты ее получаешь. В моем случае это было, что я занял 3-е место, лицензию давали за 1-е, 2-е, но человек, которому я проиграл, его поймали на допинге. И, естественно, я то, что вот с ним боролся, я был ближайший по рейтингу, по месту, мне она сразу тут же досталась. И поэтому как бы это тебе буквально онлайн сразу передается эта информация вся. И это вот эмоции, конечно, сложно передать, это только ощутить. Ты сказал, что путь к Олимпиаде, он очень долг, тернист. Начинается же он с первого шага. Вот какой был твой первый шаг, как ты вообще решился связать свою жизнь с вольной борьбой? У меня отец мастер спорта Советского Союза по борьбе. У меня брат серьезно тренировался в школьные годы. Сейчас он, потом он, конечно, выбрал карьеру. Сейчас он является доктором физико-математических наук, но серьезно занимался борьбой, вот в школьное время, в студенчестве немножко тоже. И смотря в детстве, как они тренируются, вот отец как-то что-то помогает, подсказывает, тренирует, вот на соревнования ходили в детстве. И вот поэтому, видимо, сколько себя помню, брат меня старше на 9 лет, так что он уже занимался борьбой, когда я какой-то осознанный возраст у меня появился. И вот с этих пор, как я вот впервые в моей памяти запечатлилось вот этот момент, как они тренируются во дворе, в деревне, все, я вот решил, что я буду борцом.
То есть можно сказать, что не ты выбрал вольную борьбу, а вольная борьба выбрала тебя. Можно даже так сказать, наверное. А можешь вспомнить вот тот первый, может быть, соревнование или что это было, когда ты вышел на ковер уже при зрителях, при, может быть, там, фотокамерах, и когда ты ощутил, что вот я уже настоящий спортсмен? Ну, сначала я пошел, отец меня сначала записал на бокс, я ходил на бокс первые 2 года, несмотря на то, как я грезил борьбой, просто потому что, видимо, ему показались у меня данные, которые могут помочь в боксерской карьере. И, ну, потому что там рост где-то может позволяет, где-то там ударная какая-то сила есть. И поэтому он меня решил так на бокс записать. Но через 2 года, я отходил 2 года, и вот когда отец спросил, хочу ли я все так же на вольную борьбу, я без сомнений сказал да. И вот первая тренировка, это было в зале борьбы, 17-й квартал. Сделал первую тренировку, первый тренер у меня Кочкин Евгений Семенович. Вот сделал первую тренировку, вышел, мне было 9 лет, ну 10. Вышел из зала, вздохнул, и вот это вот был примерно октябрь, первый снег. Вдохнул, вот, глубокий вдох, выдох, и вот про себя сказал, все, теперь я борец. И на эмоциях прошел пешком до вот примерно где 7-я столовая, торговый центр «Апельсин». Пешком прошел всю эту дистанцию, настолько я был вот впечатлен, воодушевлен, вот то, что я наконец-то пришел, потренировался именно там, где вот я хотел быть. Ну а ты в тот момент, я так понимаю, что ты уже с детства был довольно высокий и крепкий, ты понимал, что ты в легких весах бороться не сможешь? Нет, я достаточно поздно начал резко расти, потому что, например, в 9 классе мой вес был 51-52 килограмма. Я боролся, то есть, в таком весе. В 7 классе я боролся в весе до 28 килограмм, то есть 6-7 класс. Я не сказать, что был большой. Я к окончанию школы весил где-то около 75 плюс-минус килограмм, где-то вот так вот, ну 75-80. То есть не сказать, что я прям отличался какими-то габаритами. Да, вот в старших классах я чуть больше начал расти, но в студенчестве мой рост прям резко начал идти вверх, но вес долго не шел. Это была проблема для нас с тренером, особенно в профессиональной карьере. Вот, чтобы когда мы хотели перейти в тяжелые веса, у нас не хватало тупо вот мощи вот этого веса. И поэтому набиралось очень все тяжело, медленно, но со временем как бы оно все само пришло. И вот как бы я, можно сказать, с самого детства, практически с самого маленького веса начал, и вот до супертяжелого веса путь. Ну просто обычно в Якутии, если ты переходишь в очень тяжелую категорию, то как-то принято завязывать с вольной борьбой и идти, например, в Хапсагай, да, получать там титулы. Тебя этот путь, я такой, не устраивал, тебе нужна была именно вольная борьба, именно олимпийский вид спорта. Ну, да, я вот всегда мечтал, равнялся на, вот знаете, вот богатырей. Я много читал легенды, мифы, биографии сильных людей из разных видов спорта, из сказаний каких-нибудь. И восхищался, потому что, не знаю, это олицетворение какой-то мощи вот народа, мощи вот это вот истории, вот это вот. Потому что всегда состязания устраивали многие народы или страны между собой, между богатырями. И не знаю, вот что-то вот в этом меня привлекало во всем. То есть сила, вот эта вот мужественность, решительность какая-то. И мне хотелось всегда вот быть похожим на это. И в Якутии у нас достаточно много крупных ребят, талантливых, куда талантливее, чем я, скажем, физически более одаренных, как-то именно технически и так далее. Но просто есть такой момент, что в тяжелом весе у нас нету династии вот именно результатов. И из-за этого, может быть, иногда в свое время руководители не особо верили в это.
И когда мы начинали с моим тренером, вот Иван Николаевич Сивцев, нам практически открыто говорили, что ну, куда вы собрались, у вас все равно ничего не получится. Никогда такого не было? Куда? Да, лучше мы повезем легковесов и так далее. То есть были такие случаи, сложные случаи. Нам приходилось, как бы нам говорили, хотите тренироваться, тренируйтесь, вот, ну, найдите деньги сами, там, и хотите ехать, езжайте. И было тяжело, мы искали с миру по нитке, где-то свои деньги, ну, тренер, где-то родители дают свои, где-то возьмем там 1500, где-то 3000, где-то 7000 у кого-то попросим. Так вот соберем по чуть-чуть. И в один момент наши пути сошлись с человеком, которому я благодарен. Это Семен Максимович Березин. Он на тот момент была региональная страховая компания «Стех». И вот он, человек сам по себе крупный, тоже видный. Он примерно одинаково с нами задался тоже тем же вопросом, будучи на Олимпийских играх, посмотрев борьбу, он вдруг задался вопросом, а почему в тяжелом весе нету зикутов никого на международной арене? И в этот самый момент мы вот начинаем путь в тяжелом весе, и как-то вот мы сошлись на этом. И все, и вот он меня в течение нескольких лет поддерживал как мог, то есть авиаперелеты, питание, проживание какие-то, вот, ну, минимальные условия старались обеспечиваться. И вот благодаря этому и пошел вот этот толчок, развитие, именно вот набор опыта, потому что у нас нету ни тренера, ни спортсмена с опытом международного уровня, хорошего какого-то такого богатого, который бы мог нас за ручку таскать и говорить, это нельзя, это можно вот здесь вот так вот, как в отличие с легким весом. Поэтому сложно идти вслепую, как бы мы шли, грубо говоря, на ощупь, пробуя путем проб и ошибок. Где-то вот травмы заработали из-за того, что была неправильная методика, эксперименты и так далее. Но, тем не менее, путь первых частенько бывает сложный, даже иногда неблагодарный. Ну, как бы я не жалею. И вот из-за этого, мне кажется, многие тяжеловесы ребята и бросали борьбу, потому что, ну, если тебя не возят, не дают даже шанса показать себя, то как бы ты время тратишь свое, молодость свою. У нас очень много сильных ребят было до меня, сейчас есть хорошие ребята. Поэтому мне очень жаль, например, что в свое время не удалось вот, как-то себя реализовать многим тяжеловесам из нашей республики. А сейчас ситуация как-то меняется? То есть вот то, что было в твое время, и сейчас на тяжеловесов стали обращать внимание, или также на самотеки? Ну да, вот по истечении практически уже 20 лет, можно сказать, которые, ну, 10-15 лет, которые я в тяжелом весе вот борюсь, нам удалось сейчас, так скажем, сменить отношение к спортсменам тяжелого веса, полутяжелого, и дать почву для размышления по поводу полутяжелых, тяжелых категорий. И сейчас действительно руководство уже всецело это понимает, причем у нас руководство сейчас и практически сами в спорте имеют хороший опыт. Поэтому они, то есть и душой, и телом, и всем своим нутром знают это, и изнутри делают, что такое, и теперь как руководители они именно работают в этом плане. Поэтому сейчас у нас таких проблем нету. И, надеюсь, уже у нас начнется плеяда и в тяжелом весе таких достойных результатов, которые намного приумножат, так скажем, мои результаты.
Аял, ну так или иначе, у нас в Якутии люди, которые занимаются спортом, особенно вольной борьбой, они сразу автоматически попадают в такой ранг звезд и знаменитостей. Ты на себе уже почувствовал эти медные трубы? Можешь вспомнить первый момент, когда тебя, может быть, на улице узнали или в зале кто-то узнал, что «Ой, это же Аял Лазарев». Ну да, это вот, когда, например, первый раз, вот, ну, 4 или 5 раз вот республику нашу чемпионат выиграл, Тарский, и вот где-то вот чуть-чуть, но редко там, и кто-то узнавал, типа, а ты же вот тот тяжеловес, который выиграл, типа такого. А больше, наверное, вот час больше стали узнавать, не знаю почему. Я вот до сегодня дважды бросал борьбу в совокупности на 6 лет. Первый раз это с 16 по 20, потом вернулся, потому что что-то вот подсказывало, интуиция какая-то, что можно еще что-то сделать. И второй раз бросал вот после Токийской Олимпиады вот на 2 года. И опять вернулся, потому что опять же интуиция что-то вот начала подсказывать. И вот именно до этого, в принципе, до этой вот этой медали, до этого соревнования, в принципе, есть как бы 99 остальных моих медалей, но сейчас узнавать как будто стали больше. И в этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Ну, как бы, наверное, это, так скажем, приятные хлопоты. Ну, любая популярность, любая узнаваемость, да, она имеет две стороны. С одной стороны, это слава и те самые медные трубы, а с другой стороны, неминуемая волна хейта. Если со славой понятно, то как ты справляешься с хейтом, с комментариями, с какими-то высказываниями диванных аналитиков? Ну, есть такое, как бы, цитата: если ты не хочешь критики, ничего не делай, ничего не говори, никуда не ходи. Поэтому, да, я тоже человек. Первое время, когда это все только вот где-то какие-то медали начались более-менее серьезные, с этим одновременно начали просыпаться и увеличиваться в прогрессии количество, так скажем, умников, которые сделали бы всегда это лучше. Но сразу первый встречный вопрос: почему тогда не ты достиг этого, или почему ты не добился этого раньше и так далее, если это так легко и просто. Поэтому, как бы, это, как правило, люди, которые, не знаю, может, живут не своей жизнью, поэтому жизнь других людей для них намного интереснее. И они живут в каком-то комфорте, который сами себе устроили, и в дискомфорте им не хочется. Поэтому вот сейчас, так скажем, бесятся из-за этого всего. Первое время это меня трогало, задевало, когда вот, ну, по молодости, там 20 копейками лет, вот первые там республики, какие-то вот чемпионаты Азии, там первые бронзовые медали. А потом я просто вот понял, что вот, это, так скажем, логическая и закономерная часть жизни любого человека, который куда-то стремится и чего-то добивается. Потому что даже конфеты не всем нравятся, или цветы. То есть я не могу нравиться всем абсолютно всегда и везде. Я просто с этим смирился, и кто-то будет меня уважать, кто-то нейтрально относиться, а кто-то ненавидеть, как бы, или недолюбливать. Это ни моя жизнь, ни в их жизни ничего не решает, ни их жизнь в моей жизни ничего не решает, ничего не соприкасается, кроме вот каких-то там, не знаю, высказываний, которые никакой за собой последовательности не несут, поэтому я на это перестал обращать внимание. И как бы такая цитата, которая очень сильно, она мне помогла в одно время: если тебе плюют в спину, значит ты впереди. Поэтому, как бы, значит, я впереди, это хорошо. Знаешь, мне всегда было интересно, вот как спортсмены, которые вот занимаются контактными видами, там, борцы, боксеры, каратисты, вот они выходят в ринг, на татами, на ковер, у них схватка, а потом я смотрю, они сошли с ковра, обнимаются, дружат. Вот как происходит момент, когда
твой друг из друга превращается в соперника, и потом из соперника обратно в своего друга? На ковре враги, за ковром друзья. Это у единоборцев очень часто, потому что у нас, так скажем, жестокости или жесткости хватает в повседневном наши дни, а повседневный наш день – это тренировки. То есть постоянные спарринги, постоянные усилия, ты борешься и с самим собой, со своими слабостями, усталостью, ленью, и также с человеком напрямую в контакте. Поэтому еще и пытаться там зло держать, как-то озлобиться на него. Бывают, да, стычки у кого-то где-то, как бы, но это не так часто, и в основном это такое единоличные случаи. И это взаимоуважение, прежде всего, потому что я знаю, чем я занимаюсь и насколько это тяжелый вид спорта, насколько это тяжелое дело. И раз он выходит против меня, значит и он в такой же ситуации. То есть он собрат по тяжелому пути, по тяжелой работе. И мы просто отдаем себя полностью на ковре в сражении с друг другом. И когда все заканчивается и вот это все, вот, весь этот настрой. Потому что тут взаимоуважение. Вот. Значит, во-первых, тот, кто выиграл, он, сочувствуя ему, так как-то по-братски, с благодарностью, так скажем, да, вот. А проигравший, победителя, как бы поздравляю. И взаимное уважение. Вот, например, практически все, с кем я боролся, выигрывал или проигрывал, у меня с ними со всеми очень хорошие уважительные отношения. Вот именно братские. Вот. То, что наш труд, вид спорта очень тяжелый, он объединяет нас. А у нас в Якутии есть спортивное братство, например, я не говорю, что среди, например, борцов, а там дружат ли борцы с боксерами, с легкоатлетами, еще с кем-то? Конечно, есть. Это вот спорт, в принципе, объединяет. И чем тяжелее спорт, тем как бы рыбак рыбака видит издалека. Вот такие вот. Вот у меня есть очень близкие, хорошие друзья среди боксеров, например. Мы это вот прям, мы братья. Вот, например, вот из других видов спорта. С борцов есть ребята из других регионов, из других стран. Поэтому такое часто есть, у нас есть, везде есть, повсеместно. У каждого такая свои костяки из разных видов спорта, и они ничего не делят между собой. Просто вот какие-то определенные, не знаю, общие цели или понятия, или подход к каким-то вещам объединяет. Ты сказал, что дважды уже уходил из борьбы. Так или иначе придет день, когда придется уйти третий раз, и уже, скорее всего, насовсем. Ты уже думал, чем ты будешь заниматься, когда закончишь именно борцовскую спортивную карьеру? Да, естественно. Есть определенные планы, мысли. Просто, это будет связано со спортом? Да, это потому что в спорте я на данный момент практически 95% всей своей жизни я отдал спорту. И, естественно, это будет связано со спортом, так или иначе. В дальнейшем, в далеком будущем, не знаю, там может быть что-то и поменяется, но в ближайшее время, да, я буду связан со спортом. Есть определенные планы, есть определенные мечты, которые не как спортсмен, а как вот именно уже после карьеры хочется добиться. Потому что человек не должен останавливаться на достигнутом. А ты себе ставишь планку возрастную или вот еще одна Олимпиада и на гвоздь? Нет, это вот все по мотивации. То есть, например, сейчас мне 37. Есть как бы не без основания думающие, что это было для меня уже поздно, смысла нету возвращаться. Но я и сам себе доказал, и многим доказал, что и в 37 ты можешь после возвращения травмы добиться достаточно неплохих результатов. Так что возраст не имеет никакого значения. Самое главное — это все, что в твоей голове, это твоя мотивация, твоя вера в себя и в свою мечту. Когда-нибудь хоть раз ты задумывался о том, как бы могла сложиться твоя жизнь, если бы не спорт, если бы не вольная борьба?
Да, скорее всего, я бы поступил работать в правоохранительные органы по линии отца. Вот потому что он милиционер, борец, и вот я буду борцом и милиционером. Ну, как бы, когда я вырос, я понял, что два сочетать нельзя. Ты должен погружаться в одно дело всецело. За двумя зайцами не погонишься. Ты родился в Якутии, выступаешь за Кыргызстан, тренируешься в Осетии. Вот эти три знаковых, да, для тебя, скажем так, региона. А есть ли что-то в них такое, вот, что если из каждого взять там по одному-два каких-то факта, да, и объединить, то была бы идеальная для тебя страна? Вот что для тебя вот самое привлекательное в Кыргызстане, в Осетии, в Якутии? Ну, тренируюсь я вот в Северной Осетии преимущественно. А в Якутии тоже я такой наполовину амгинский, наполовину верхневилюйский. Родился там, жил там, первый класс пошел на севере, в Якутске. То есть, можно сказать, и в Якутии я такой не конкретно с одной точкой, а именно вот представитель конкретно Якутии. А что объединяет, что мне нравится, это люди, традиции, культура и природа. То есть не место красит человека, а человек место. И мне очень нравится, симпатизирует на Кавказе, например, и в Кыргызстане почтение именно к традиции, к истории своей. То есть уважение, почитание старших. Вот был случай буквально вот там полгода назад, может, на рынке пожилой человек, у него, видимо, карманник или что, или сам просто потерял нечаянно 120 тысяч. Пришел за покупками там какими-то там для хозяйства из деревни и потерял. И вот сидит, рыдает, все. Люди подбежали, что случилось. Он говорит, вот потерял. Сарафанное радио по всему рынку пошло. Продавцы, просто люди, все, кто по 1000, по 1500 скинулись, принесли ему буквально за час 120 тысяч. Вот это, то есть, редко где такое встретишь. Но это почитание, уважение к старшим. Это, так скажем, тот фундамент, на котором стоит культура и менталитет народа. Поэтому вот и на Кавказе то же самое, и у нас вот это вот есть. Вот это мне очень нравится, и, наверное, поэтому мне это все близко по душе, как-то по моему понятию, менталитету в жизни. Традиции, почтительное отношение к традициям, к религии, к своей и так далее. И природа. У нас как бы наша коронка — это природа. В Кыргызстане коронка — это тоже природа. И на Кавказе это уже тоже традиционный устой, что это вот природа. Поэтому вот эти вот аспекты объединяют и нравятся мне. Ну вот ты говоришь, люди, про людей мы поговорили, вот про традиции хочется. Есть такое мнение, что спортсмены, наверное, так же, как актеры, или, может быть, чуть меньше. В общем, спортсмены и актеры — это две самые суеверные профессии в мире. Вот как ты суеверный человек? Я бы, наверное, сказал, что я больше верующий или религиозный, чем суеверный. Я чту традиции, я чту наши понятия в нашей вере. Я верю в Бога, я верю в наших божеств, аи, я верю в силу предков. Я регулярно обращаюсь к ним, я регулярно делаю подношения, когда собираюсь куда-то, когда для просьбы или когда благодарить всегда и за что человеку. Поэтому вот лично я, ну да, есть такие люди, вот у кого-то там надо встать с этой ноги или там сделать что-то, или выпить что-то. На ковер зайти обязательно с правой Да, ноги. там, ну, есть такие люди. Кому-то это вот помогает, психология, он, наверное, вот ему кажется, что так, у него настрой лучше пойдет. У меня все проще, я просто вот, как говорится, верь в Бога, но сам не плашай. Вот как бы, да, вот.
И просто все остальное для меня уже не имеет значения. С какой ноги встать, что покушать. Там бывали всякие ситуации, от которых там от тебя независимо они могут сбить тебя. Но как бы я на это не обращаю внимания. Главное, что я знаю, что я всецело отдал себя при подготовке, я себя не жалел, я от себя много чего требовал и много в чем старался именно полностью отдать себя. И придя на соревнования, я просто уже от меня нужно только сделать то, что, к чему я готов на максимум, и все. А во всем остальном, как бы, особых таких, я, ну, не знаю, не вижу в этом какой-то необходимости. За всю твою карьеру было у тебя хотя бы раз мысль о том, что, а может, ну его? Всегда, постоянно. Регулярно, каждый раз, когда мне неистово тяжело, вот, на тренировке, например. То есть профессиональный спортсмен — это такой же обычный человек с такими же обычными бытовыми проблемами, как и большинство людей. То есть где-то деньги, где-то здоровье, где-то у родных что-то и так далее. Тоже есть пожилые родители, есть там семьи, родные. Кто-то заболел, у кого-то что-то. Студент, вот спортсмен, он и студентом может быть, или где-то работает параллельно, там и так далее, кредиты и так далее. То есть все эти бытовые, плюс он еще и осознанно находится в таком процессе, где вот именно ты самостязанием занимаешься. И вот на критичных ситуациях, когда ты полностью обессилен, у тебя, естественно, начинает выступать инстинкт самосохранения. То есть начинает выходить слабый ты, который говорит: ну зачем тебе это? Ну, иди спокойно посиди, попей там, чаю с друзьями, там, отдохни где-то. Зачем ты мучаешься? Вот регулярно. Но каждый раз это как бы проверка на прочность, на действительное желание твое. Действительно ли ты это хочешь? А человек, который действительно это хочет и мечтает об этом, он терпит, он перезагружается и снова. Это вот уметь вот делать то, что ты любишь, но при этом, когда ты это начинаешь ненавидеть, любить это, заставлять себя любить еще больше. Ты очень, я заметил по твоей реакции, когда ты говорил о родителях, об отце, у тебя прям даже голос поменялся. То есть для тебя очень важны семейные ценности, мнение родных, мнение родителей о том, что ты делаешь, как ты делаешь. Да, семья у человека должна быть на первом месте, потому что благодаря союзу двух людей ты появляешься. И как бы там ни было, кратковременно или долговременно, на всю жизнь, то есть ты появляешься в определенной степени в какой-то вот семье. И то есть семья у человека, человек должен стремиться к семье, созданию семьи, человек должен почитать свою семью, уважать свою семью, заботиться о ней. И на первом месте всегда ставить семью. А родители — это уже подаренные Богом люди, благодаря которым ты появился на свет. И родители для меня на первом месте. Это необсуждаемый факт, и благодаря родителям я такой, какой есть, их воспитанию, спасибо вот Богу. Я не перестаю благодарить вот Создателя нашего, наших духов АИ, божеств, предков за то, что вот у меня в этой жизни вот именно такие родители, которые есть. И благодаря им я такой, и для меня их мнение всегда много чего стоит. И они, благодаря им, у меня есть модель, каким надо быть, стремиться, каким быть, хотя бы наполовину. Я знаю, ты не очень любишь эту тему, но у меня буквально будет по ней один вопрос. На протяжении многих лет ты либо возглавляешь, либо держишься в разных топах, чартах самые завидные холостяки Якутии. И у многих есть вопрос, когда ты уже из этой категории холостяков уйдешь? Ты вообще собираешься оттуда уходить? Ну, так скажем, я не стремлюсь туда. Это без согласования или, не знаю, спроса это, наверное, делают, если я там появляюсь. Я как бы не бегу от этого, но и
не бегу за этим слепо. То есть, ну, как бы всему свое время, значит, был момент, чуть это не произошло, но из-за обстоятельств это не произошло, но и значит, оно и к лучшему. Значит, не знаю, суждено немножко стать взрослее, видимо. Как-то я не готов пока, поэтому как-то вот мне это не дается. Но надеюсь, верю и планирую, что в ближайшем будущем все это изменится. Ну, знаешь, есть традиционный вопрос. Можешь вспомнить момент, если он был в твоей жизни, когда ты был счастлив или максимально приближен к тому, что люди называют счастьем? Я в последнее время, ну как последнее, наверное, примерно с 25-6 лет начал задаваться вопросом, когда человек может быть счастлив, когда это вот оно вот. Потому что тебе всегда всего мало, человеческая психология. Вот что бы ни было, вот всегда всего мало. Вот этого не хватает, тут не хватает. Вот постоянно, если хочешь придраться, можно даже к дереву придраться в лесу. И в поисках этой информации много общался, разговаривал, читал, смотрел видео различные. И вот пришел к сути, что человек может быть безмерно счастлив в моменте. То есть, если ты умеешь ценить то, что у тебя есть, ты можешь быть безмерно счастлив. Необъяснимо. И, ну, скажем так, вот первое мое воспоминание в этой жизни, когда мне было 3 года, мой день рождения, папа принес торт, и бабушка с мамой что-то готовят, вот сестренка маленькая, брат там что-то играется. И вот мой день рождения, и отец приносит торт, и там были такие вот, такие 3, такие, как его, такие шарика на торте. И вот типа это вот 3 года тебе, вот. Это вот 3 штуки, 1, 2, 3. Вот этот момент запомнился, и я прям очень был счастлив. Он запечатлился в моей памяти очень серьезно. А так я научился быть счастливым. Вот прямо сейчас я жив-здоров, по крайней мере, это уже мне хватает. Вот у меня вот такая семья, у меня вот то, что у меня сейчас есть, у меня вот все хорошо. Я могу поесть, что хочу, у меня нет аллергии элементарной, а это измениться может в любой момент. Так что я очень счастлив именно вот в моменте. И я не перестаю благодарить вот за все, что к этому сопутствует. Поэтому я научился быть счастливым даже в дни отчаяния, как казалось бы. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, что и наши зрители научатся быть счастливыми. Это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.